Сотрудники заповедника Приссурский обнаружили 2 вида летучих мышей, которые до сих пор не значились в списках обитателей региона. Сентябрь у рукокрылых млекопитающих сезон миграции. А это, по словам зоологов, благоприятное время для исследований, которые проходят в пойме Суры. Все начинается с наступлением сумерек, когда летучие мыши выходят из своих убежищ. Для их отлова устанавливают специальные сети. Пойманные экземпляры изучают там же, в небольшой палатке. Каждую особь взвешивают, измеряют длину тела, чтобы точно определить видовую принадлежность. Сейчас в Чувашии вместе с новыми обитает 11 видов летучих мышей. Самая интересная находка – это малая вечерница, довольно редкая во всех регионах летучая мышь, очень красивая, и на территории Чувашии она действительно найдена впервые. Со вторым видом все немножко сложнее. Он является видом-двойником нетопыря-карлика, то есть много лет считалось, что здесь водится нетопырь-карлик, но оказалось, что здесь его вид-двойник, нетопырь малый. Вот мы его обнаружили, 3 самцов, самочек, к сожалению, пока нет. А малая вечерница, очень интересно, оказалась лактирующей самкой, то есть она здесь вывела 1-2 детенышей, она прилетела сюда размножаться. То есть вот территория охранной зоны подходит для размножения такого интересного и редкого вида. После всех манипуляций и небольшой фотосессии каждую летучую мышь окольцовывают, а выпускают на волю только с заходом солнца. Кольцо же служит своеобразным паспортом, по которому можно определить не только вид животного, но и продолжительность жизни, а также длительность миграции. Пока зоологам удалось пометить колечками 30 рукокрылых. Большие планы у ученых на следующий год, так как совсем скоро мигрирующие виды летучих мышей покинут территорию республики. Оседлые же впадут в спячку до самого лета.